Может ли душевная терапия служить важным элементом качественного образования? Может, если речь идет о музыке. О дополнительном образовании сегодня говорили на встрече главы Ингушетии с директорами школ искусств. Минпромторг России готов обеспечить региональные школы искусств необходимыми музыкальными инструментами. Сейчас готовится необходимая документация. Подробности в нашем репортаже. Детские школы искусств сумели воспитать немало талантливых музыкантов, и желающих учиться в учреждениях дополнительного образования с каждым годом становится больше, отмечает глава республики. Чтобы заниматься музыкой, необходима сильная материальная база. Минпромторг России готов обеспечить региональные школы искусств необходимыми музыкальными инструментами, но заявок от Ингушетии в министерство до сих пор не поступило. По этому вопросу глава сделал замечание министру культуры Марет Газдиевой. Для меня тоже было открытием, когда в Минпромторге в случайной беседе оказалось, что в Минпромторг есть департамент, который занимается музыкальными инструментами для школ. Совместно с Минпромторгом России? Ну, я не знаю, совместно или не совместно. Я знаю другое, что ни разу за время существования этого департамента от Ингушетии ни одной заявки там не было. Нет, это целевая программа. Она только начинается в 18 Нет, нет. Департамент целый. Она давно там есть. И в этом году тоже заявки там не было. Немало направлений, в которых предстоит провести колоссальную работу, отмечает и Марет Газдиева. Сейчас в республике работает 8 учреждений дополнительного образования. Практически во всех учащиеся педагоги ютятся в тесных неприспособленных помещениях, а потому принять на обучение всех желающих просто невозможно. В ближайшей перспективе мы столкнемся с ситуацией, станем заложниками ситуации, когда в основу создания республики симфонического духового оркестра мы не сможем ничего вложить, а также столкнемся с ситуацией, когда после строительства ряда ввода профильных объектов республики, которые мы строим, мы не сможем обеспечить их профессиональными кадрами. Продолжая тему дополнительного образования в регионе, директор колледжа искусств отмечает, практически во всех городах и районах республики строятся дома культуры. Важно обеспечить их профессиональными кадрами. Колледжи готовы оказать помощь в подготовке будущих работников культуры. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Даже ездил по Сунжинскому району, я все села объездил, говорил с главами вот этих сельских образований, поселений. Давайте, направьте, 2-3 направьте к нам, учиться. Поддержите, если нет материальной возможности у детей, поддержите их. Там копейки, вот, дорогу хотя бы оплачивайте. Завтра у вас будет работник. Предложение по развитию детско-юношеского творчества озвучила и Фариза Шадыжева. Председатель Союза композиторов республики показал Юнусбеку Евкурову один из вариантов сборника старинных ингушских мелодий под названием «Галгай-Или». Она предлагает проводить уроки музыки по этим пособиям в детских садах и школах. Глава оценил труды Фаризы Шадыжевой и отметил, что этот проект наверняка станет перспективным. Я хотел гимн посвященный Луговой. Папе я посвятила. Да, а есть просто вот... Есть. А нам тоже посвятить гимн. Посвящу. Глава республики поручил министру культуры представить предложение по внедрению в школах в качестве обязательного урока музыки. Тем более, что в новых образовательных учреждениях созданы все условия для профессионального обучения по этому предмету. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Юные музыканты, воспитанники школы искусств региона подготовили сегодня концертную программу. Выступление прошло в Ингушском государственном университете. Главы республики, который также находился в зрительном зале, порадовали лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Это мероприятие по праву можно назвать праздником музыки. В зале звучат произведения Фредерика Шопена, Франца Шуберта, Сергея Рахманинова и других выдающихся российских и зарубежных композиторов. Исполнители – воспитанники школ искусств республики. Многие из них, несмотря на свой возраст, уже успели добиться колоссальных результатов в музыкальном мире. Этого харизматичного и талантливого музыканта, пожалуй, хорошо знают не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Альберт Шадыжев, лауреат всероссийских конкурсов, уже успел покорить сердца сотен любителей классической музыки. Скрипка в руках талантливого музыканта способна виртуозно исполнять самые выдающиеся произведения мировых композиторов. Чтобы добиться этого, пришлось приложить немало усилий, признается он. Для того, чтобы стать лучше, я занимаюсь дома под утром, но смотрю в зеркало, как я играю.
хожу на уроки. Ну, это однозначно, что нужно много сил и много тренироваться. Не меньше восторг у публики вызвало и выступление гитариста. Для почетных гостей мероприятия Арснаков Чапанов исполнил мелодию из известного кинофильма «Крестный отец». Музыка, ну это радость, это чувство, эмоции. Музыка мне нравится, особенно классика. Я уже учусь на гитаре 5 лет. Научился я играть много произведений. Аргентинская танго, «Крестный отец», андентина, аллегро я умею. Каждое выступление юных музыкантов с особым вниманием слушает и глава Ингушетии. Талантливых детей у нас в республике много, отмечает он. Самых лучших региональные власти поддержат и окажут им посильную помощь. Главное – учиться и расти творчески. Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства Российской Федерации, совместно с великим, всемирно известным, всеми нами любимым человеком Валерием Гергиевым начали проект именно поддержки вот такой талантливой молодежи Северокавказской из Ставропольского края. Первое прослушивание было в Владикавказе, и сейчас эти прослушивания будут не в одном месте, они будут ездить по регионам. Может, следующее прослушивание будет у нас. И те дети, которые себя проявляют, они получат прямой путь на уровень там уже Валерия Гергиева, проявить себя, показать себя. Возможно, очень скоро в этом проекте примет участие и Хади Сапралиева. Девочке недавно исполнилось 9. И хотя для нее знакомство с пианино только началось, достигнутыми успехами Хади уже радует своих родных и близких. Ответственным, более внимательным, очень легко все запоминает. Ну, вообще в школе все дается хорошо, и учится она хорошо. Она учится в школе-гимназии города Назрань в 4 классе. Как бы одни плюсы. Талантливыми не рождаются, а становятся, уверены родители. Чтобы ребенок в будущем сумел достичь немалых успехов и стать выдающейся личностью, необходимо с самого детства прививать ему любовь к искусству и классике. Верными помощниками и опорой им в этом станут преподаватели детских школ искусств. Каждый талант нужно развить. И спасибо тем мамам, папам, которые хотят приобщить современных детей именно в музыке, классической музыке, и отдают на такие инструменты, как фортепиано и скрипка. Восхищенные взгляды во время выступления и бурные аплодисменты. После самое большое признание для юных музыкантов. И хотя каждый из них уже успел достичь многого, впереди у будущих музыкантов еще немало высот, которые им предстоит покорить. Зелимхан Калоев, Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.